Ассаламу алейкум. Сегодня мы по адресу Вахитова, 13. Это место, где можно будет приютить людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сегодня вы в гостях в нашем приюте. Это приют для временного пребывания нуждающихся людей, попавшихся в жизненно тяжелую ситуацию. Расскажите о себе немножко, как вас зовут? Меня зовут Олег Коровенков. А по отчеству вас как? Александрович. Обстоятельства тяжелые были очень. Ночевал за Стахеевским домом в заброшенных гаражах. Там меня нашла Надежда Владимировна. И потом она и вы меня сюда привезли. После того, как мы нашли или нам дали сигнал, что в нашем городе, в каком-то районе находится бездомный, мы приезжаем, оцениваем обстановку, и после этого, если человек согласен идти с нами, идти в приют, мы его сначала отводим в противотуберкулезный диспансер. Альхамдулиллах, мы с ними подписали договор о сотрудничестве. Сейчас вот мы с Станиславом приехали. Пойдемте? Он у нас плохо ходит. После обследования мы его отправляем в больницу. Если человек не требуется в госпитализации, он отправляется с нами после того, как получает полностью медицинское обследование. Если же человеку нужно госпитализироваться, он остается в больнице. И после только того, как его врачи наши вылечат, он попадает к нам в приют. Вот эта вот комната женская, 2 комнаты готовые, обустроенные, да, может, обустроены, все готово, все есть, тепло, 22 градуса в комнатах. Мне кажется, это самое то. Недавно вон батареи переделали, видите, тепло сделали, потому что было очень холодно. 17-18 градусов только было. Сделали, слава богу. Да, мы знаем, что самое главное — это чистота в нашем деле. И самое первое, что мы делаем, мы отмываем человека, который попал в наш приют. Вот у нас Станислав Владимирович уже помылся, переоделся. Нормально помылись? Вещи новые, чистые. В случае необходимости у нас есть специальная комната, изолятор, чтобы, если кто-то затемпературил или появились какие-то симптомы болезни, чтобы изолировать его от других жителей нашего приюта, мы поселяем его в специализированную комнату. То есть это изолятор. Это понятно. Изолятор. Кухня. Все есть, все в рабочем состоянии. Что вас толкнуло организовать такое? Кто вам помог за все это время? Занимаясь сиделками уже много лет, с 2015 года, мы пришли к выводу, что для нашего города необходимо такое отделение для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Поэтому в 2019 году выиграли гранты Татнефть, президентские. Эти деньги благодаря Бадридину Ильнарнельевичу получили вот это шикарное помещение. Мне кажется, оно достаточно для нашего города. Население города небольшое, достаточно. Вот, сделали шикарный ремонт благодаря вам, Салих Хазрат, благодаря отцу Александру, Бадридину Ильнарнельевичу огромное спасибо. Сделали вот этот ремонт. Временная какая-то реабилитация, потом куда-то устраивают. Вот хочу, да. Но вначале их привозят на скорую, их же набирают, ищут, приводят в больницу, там они их подлечивают, все анализы, медосмотр проходят. Если надо, он там лечится. Потом они его везут к нам. есть... Мы созваниваем, мы работаем в тесном контакте, молодцы. С кем вы? Заведующий онкологией, прям такая огромная благодарность. Заведующий терапией, огромная им благодарность. Значит, они там лечат, смотрят за ним. У нас мы связываемся, мы уже его на той стадии, уже его начинаем вести. Пока он там в стационаре, мы уже начинаем искать родственников, начинаем собирать документы необходимые.
и уже привозим сюда. А здесь уже мы заканчиваем, там, ну, по мере возможности. За этот период максимум 3 месяца восстановили документы, нужно, если восстановить инвалидность, и одновременно мы ищем место, куда бы его уже определить насовсем, то есть в интернат. Вы их не находите на улице где-то, правильно? Все-таки это у вас... Через больницу. Через больницу. И они, эти люди, они должны тоже понимать, что они сюда не на постоянно. Да, как же. Они максимум на 3 месяца. Максимум. И за вот эти 3 месяца, то есть вы будете вести юридическое сопровождение, психологическое сопровождение, да. Мы, как Ихлас Искренность, можем подключаться к вам, мы с вами сотрудничаем, то есть мы можем, значит, обращаться в какие-то частные клиники или в государственную, наш город, благо, значит, есть специалисты, которые могут помочь в этот момент, то есть, да, то есть тоже сложно. То есть этот человек, он должен понимать, что это место временное, здесь его поддержат, но он сам должен встать на ноги. Так ведь все-таки у него намерение должно быть такое, чтобы он вернулся к нормальной жизни в общество. Да. Тут, да, действительно так. Вы помогаете людям. И я хочу, в общем, переменить свою жизнь с помощью вас. Это вот наша цель. Наша цель – вернуть человека в общество. Ну, а если уж состояние здоровья не позволяет, там инвалидность, они не работники, уже социальное учреждение стационарного типа. Мы с вами уже так 2 года уже точно вместе, да, последние. Да, то есть вы постоянно вот звоните, вот есть такой-то человек, вот мы его нашли, да, вот он вот сейчас, например, находится в больнице, вот потом куда, то есть получается у вас какой-то уже опыт есть? Да, есть, опыт есть у нас результаты. Вот, допустим, вот этот человек, Макеев Владислав, в наркологии лежал, может быть, даже это в прошлом году было летом. Из-за долги его выселили из квартиры. Пьет, с женой развелся, дочь инвалид. К нам Ляйсан обратилась, ко мне лично. Говорит, вот, Надежда, вот это такой человек, чем можем помочь? Вышла на меня его сестра из Москвы, она сюда приехала. Мы вопрос жилищный его закрыли, то есть он вселился в свою комнату там, перестал пить, восстановил родительские права своей дочери инвалида. И даже тут написала, тетя умерла, у него тут была тетя родная, и квартиру оставила Владиславу. То есть он вернулся в общество, да, и более того, еще, значит, вернулся в семью еще. Да. Дочка вдвоем живут в квартире у тети. Вот этот Герасимов Олесь тоже инвалид 2 группы, живет в психушке. Ну как живет? Он это вот выпьет, он туда приезжает, его туда привозят, жить-то негде. Хотя суд, у меня даже документы есть его, ему выделить, администрации есть решение выделить этому человеку квартиру отдельную в оперативном управлении. Вот, я понимаю, переписка, почта, документы потеряли, нашли. Так, даже могу конкретно прочитать. Так, вот, исполнительный лист. Так, о признании права на предоставление жилого помещения по договору социального найма вне очереди. Работаем вот с этим человеком. Да. Еще есть товарищ Городецкий, тоже приехал сюда на заработки. Ну, документы потерял или украли, не знаю, все, спился, пили денатурат или что-то, ослеп. Да, ослеп, мы ему приготовили, также документы сделали и отправили в этот Перекресток. А Перекресток уже отправил его домой. Они ему восстановили инвалидность в Челнах Перекресток. Но тоже нашел семью. Вернулся в семью, жена взяла к себе его, потому что инвалидность большая. Ну, тоже хорошо. Вот он, Макеев, вот этот вот. Ослеп, мы его увезли в Перекресток, документы, все, что смогли, сделали, отправили туда. Этому вот документы я нашла, вот этому Саттарову. Умер. Вот бывают такие. Вот этого Бессонов с тюрьмы вышел. 10 лет назад в гаражах жил, не знал. В общем,
перекресток тоже не я, а милосердие. Я начинала, но тут так получилось, что отправили его. Этот тоже жил в подвале где-то. Мы его взяли в общежитие. Там знакомый, я говорю, попросила, говорю, пожалуйста, ну человек, он умрет. Хочу сказать, умер в человеческих условиях и под присмотром. В тепле. Покушать сами себе приготовим всегда. Продукты есть, вы привозите. Как вы попали в этот приют? Ну, жить негде было, такая ситуация жизненная сложилась. Насколько я знаю, вы Помню. работаете. Да, стараюсь зарабатывать все. Вы с утра приходите и к вечеру возвращаетесь. Просто вам негде было жить. С утра ухожу, не прихожу, а на работу, да, а вечером прихожу, да, ночевать. Покушать. А какие-то проблемы со здоровьем у вас есть? Можете рассказать немножко? Ну, есть чуть. Ноги у меня там травмы. Но вам это не мешает? Работать? Нормально работать? Нет, нормально, да, стараюсь все работать. В данной проблеме приют «Теплые руки» решил вашу проблему с жильем. Очень решил, вообще, спасибо. То есть все замечательно. Тепло, покушать есть. Ну, отличные условия. Помыться. Ну, все есть. Ну, для меня это вообще отлично. Мы вместе. В общем, да, дай Бог, вместе. И мне очень приятно, что и благочиние нашего района, да, то есть отец Александр, он тоже рядом с нами, мы вместе. Да, сейчас мы делаем этот репортаж для того, чтобы кто-то, возможно, увидев, услышав, предложил себя. Я хочу быть сиделкой. Я хочу немножко на кухне там поварить. Есть такие женщины, которые хотят помочь. Вот я даже написала, которые работают безвозмездно, просто Вот же, так. Вот вот они же. есть. Это только капелька. Да. Вообще приятно то, что в городе уж не так много таких людей оказались в такой трудности, но они есть. Они есть, их И немного. мы их но просто они не есть. видим. Да, вот Марат наш, он вот прямо вот буквально недавно, значит, занимался с одним, который в подъезде жил там полгода. Это в про общем, того да. рассказывали, да? Лейсан тоже говорила. Вот. Поэтому они есть, и мы встречаемся же еще со старшими по домам, с председателями СТОС, да, то есть проблема она есть. То есть мы все хотим помочь, но мы иногда не можем помочь. Но когда мы все по чуть-чуть, так ведь, то тогда уже большая будет польза. Потому что какие-то есть административные рычаги, какие-то есть финансовые поддержка, в общем. Поэтому здесь духовенство очень хорошо, значит, подключается. Да, вот, например, с горячим питанием. Вообще с питанием мы себя предлагаем вам. Также мы предлагаем волонтеров, которые помогут как-то, да. И мы тоже благодарим администрацию нашего города, которая это тут сколько, 100 квадратов здесь, да? 110. 110 квадратов здесь, это Нормально. чудесно, да. Да, мы тоже сразу откликнулись, и ребята, прихожане мечети откликнулись, и мы тут собирались, да, и отец Александр приходил сюда, и соцзащита, вот мы здесь собирались. Тогда тут были такие обшарпанные, скажем, стены, а сейчас у нас тут прямо комнаты красивые. Вот этот сделал ремонт, Томилов, депутат, вот эта вот санкомната, Очень от и хорошо. до. Очень Демонтировал и монтировал, вот Ну все, от и до. Геннадий Николаевич с мебелью помог. Эти окна ставили, двери ставили пластиковые. Да, Иванов Валерий Алексеевич. Да, а этот вот холодильник приобрел, да. помог. Без проблем. Рафис Да. Минивалевич приобрел сюда холодильник. Да, замечательный, И Рафис большой, какой именно надо. Хорошо. Рафис Минивалевич еще строит здесь вот сейчас совсем близко мечеть. То есть это получается, что будет рядом мечеть, через дорогу будет церковь. Смотрите, как Всевышний приближил к вам два таких духовных центра, и мы сейчас будем один большой такой Дай духовный центр. Это будут въездные ворота в город, поэтому дай Бог, чтобы это какой-то знак свыше, может быть, это может быть какой-то, значит, такое внимание Господа. Вот, что рядом с вашим приютом, да, будут еще наша мечеть будет, и еще и церковь будет. Наш девиз – быть ближе друг к другу.
Дай Бог. Да. Дай Бог. И значит, организация называется «Теплые руки». Быть ближе друг к другу в теплых руках.